В 2014 году в Абхазии вступил в силу закон об инвестиционной деятельности. Согласно новому закону, все положения инвестиционной деятельности одинаково распространяются как на национальных, так и на иностранных инвесторов в равной мере. Возникла необходимость создания учреждения при Минэкономике, которое сконцентрировало бы свое внимание на реализации положений закона. Именно таким учреждением стало Государственное инвестагентство. На момент принятия закона было очевидно, что необходимо создание учреждения, которое смогло бы сконцентрировать в своих руках и стать оператором реализации положений этого закона, вот что привело к тому, что у нас появилось Государственное инвестиционное агентство, которое уже, в принципе, много шагов к реализации закона предприняло, но еще и большой пласт работы впереди. И постепенно, шаг за шагом, эта работа наполняется, она производится. Программа льготного кредитования крупного и среднего бизнеса Абхазии российскими банками была начата в 2015 году. В рамках этой программы в экономику Абхазии уже инвестировано более 1 миллиарда рублей. Еще 250 миллионов ждут своих кредиторов. На сегодняшний день 3 российских банка являются постоянными партнерами инвестагентства и предоставляют кредит абхазским предпринимателям по льготной ставке 10%. По проекту льготного кредитования были профинансированы 10 инвестиционных проектов, и 4 из этих проектов сегодня уже запустились, 4 из этих проектов находятся на стадии строительства, и 2 проекта ждут финансирования на сегодняшний день. Мы как инвестагентство участвовали в организационном вопросе получения этого кредитования. Мы вели работу с банками, а это было 3 российских банка больших, мы вели работу с инициаторами абхазскими, мы до сих пор занимаемся сбором фотоотчета, до сих пор занимаемся сбором устного отчета о том, что происходит на проекте, то есть как продолжается проект, как развивается проект, до сих пор принимаем это во внимание и передаем это все банку. Среди реализованных успешных проектов завод по производству джема в абхазские сады. 80 тысяч банок продукции уже отправлены на экспорт, еще 40 тысяч будут отправлены 25 декабря. Фирма «Зодиак» запустила пекарню и открыла магазин. Запущен тепличный комплекс «Гагра», а также агропромышленное предприятие АМК. В результате в республике появилось 134 новых рабочих мест. Кроме того, после реализации других проектов появится еще 170. Выплаты по налогам в бюджет страны составят порядка 250 миллионов рублей в течение 10 лет. В рамках программы льготного кредитования восстановлен и запущен Сухумский молочный завод. Впервые у нас в министерстве совместно с инвестагентством был применен принцип так называемого проектного управления, когда была создана определенная команда оперативная, и по таким современным методикам, технологиям мы пошли, начиная с отбора подрядчиков, с конкурсов, с тем, как оценивались какие-то определенные результаты. За 3-4 месяца проделали работу по полной реанимации Сухумского молочного завода. Там были технические, технологические решения новые, применены маркетинговые инструменты. Предприятие развивается, и на самом деле здесь та методика и тот опыт, который наша команда получила при запуске этого предприятия, мы планируем в дальнейшем использовать. В этом году инвестагентство запустило свой сайт, на котором любой желающий может ознакомиться с условиями и правилами оформления заявки на получение кредита. Также предприниматели-экспортеры, сталкивающиеся с различными проблемами при вывозе продукции, могут получить здесь помощь. Все, что беспокоит, все, что не дает свободно развиваться экспортно ориентированным предприятиям, мы такую информацию получили. Понятно, что фронт работы большой, колоссально большой, но постепенно отрабатываются эти вопросы. Где-то уже есть положительные подвижки, где-то вопросы уже какие-то решены, где-то работа только начинается. И для того, чтобы был опять-таки единый оператор во всех этих взаимоотношениях, инвестиционное агентство будет погружаться в эту работу со следующего года, возьмет на себя сопровождение экспорта ориентированной продукции, проблем, связанных с ее вывозом и размещением на внешних рынках. И инвестагентство будет заниматься этим кругом вопросов. Касаясь вопроса о перспективе возникновения национальной криптовалюты, Батал Тарба отметил, что агентство не могло пройти мимо такой темы, которая сегодня актуальна во всем мире. На сегодняшний день не принято никаких решений. Мы изучаем разные варианты, формируем проект, который будет соответствовать нашим реалиям, подчеркнул замминистра. И как министерство не могли пройти мимо такой интересной темы, которая есть в мире. Это сегодня, наверное, на повестке у большинства стран блокчейн, криптовалюты и тому подобные вещи. Но единственное, что хотелось бы отметить, что
Сейчас какие-то спекуляции почему-то в соцсетях там происходят по этому проекту. На сегодняшний день каких-то конкретных решений еще не принято. Мы изучаем разные варианты, от очень-очень консервативных, аккуратных до очень-очень смелых, которые там позволят нам в перспективе очень хороших добиться результатов. Но естественно, что все эти решения будут приниматься в том числе и главой государства в первую очередь. И как только они будут приняты, естественно, что общественность и пресса об этом узнают. Программа льготного кредитования себя оправдала. Есть положительные результаты. Сейчас идут переговоры с представителями российских банков об ее продлении. Речь идет о дополнительных 3 миллиардах рублей, которые, возможно, будут предоставлены абхазским предпринимателям по льготным ставкам. Ирина Аршева, Астамур Гожба, Абхазское телевидение.